Моряки всегда славились своим бесстрашием, силой и отвагой. Наравне со взрослыми трудились и дети, выполняя далеко не легкие задания. В Уфе открылся первый мемориал, посвященный советским юнгам. Юнги – это юные помощники капитана, которые, работая со взрослыми, учатся морскому делу. Конечно, в Уфе нет моря, чтобы активно развивать судоходничество, но наш Волжский государственный университет водного транспорта, расположенный в Затоне, каждый год выпускает профессионально подготовленных моряков. Я немного знаю ребят, кто вообще хочет пойти учиться на флот и выбирали эту профессию. Вот почему именно ваш выбор таков? Я начал думать о морской профессии еще в 7 классе. Я смотрел, на какие можно подать факультеты, куда можно пойти учиться. И тут наткнулся на речное училище, начал углубленно смотреть на это все. Я любил что-то, возможно, военное что-то, и решил по стопам отчима своего пойти. Возможно, да, я тоже с ним полностью соглашусь, я тоже смотрел разные всякие заведения, но решил выбрать Уфимский речной. Мемориал установлен на территории речного училища не случайно. В Уфе живут двое сыновей последнего юнги – Ящука Ивана Михайловича, служившего в годы Великой Отечественной войны на мониторе «Железняков» – боевого корабля специального назначения. Вячеслав Иванович и Александр Вячеславович с гордостью вспоминают подвиги отца, о которых узнали от его сослуживцев. Что для вас значит открытие этого мемориала? Я хочу, во-первых, поблагодарить руководство, училища, что все-таки они помнят и увековечили память юнг, которые защищали нашу родину в период Великой Отечественной войны. И результат этого благодарности, этот обелиск, чтобы курсанты воспитывались в духе, опять же, патриотизма, который был тогда. Кроме открытия памятника, в этот день новые студенты принимают присягу, вступая в ряды будущих моряков. Они торжественно зачитывают клятву, а потом получают студенческие билеты, отдавая честь командирам, приглашенным на мероприятие. Вообще, среди молодежи профессия эта не очень-то и популярна. Но, как оказалось, на флот идут не только мальчики. Хрупкие, стройные девчонки смело шагают позади парней, держась так уверенно, будто они уже настоящие профессионалы. В речном училище девочек не так много. Вот почему ты решила выбрать именно эту профессию? Во-первых, речное училище – это такой колледж, о котором мне рассказывали многие, и всем тут нравится. Я подумала, почему бы и нет, и решила тоже сюда поступить. Все-таки это интересная профессия, на которую пойдут немногие девочки. На необычном памятнике в виде настоящей корабельной двери выгравировано 161 имя. Это имена последних погибших юнг, сражавшихся за родину во время Великой Отечественной войны. У самого обелиска лежит якорь, символ удачи и вечный оберег всех моряков. Как здорово, что мы чтим всех героев нашей Родины и до сих пор учимся у них смелости. И сегодня, глядя на этих ребят, что приняли присягу, мне верится, что наша страна в надежных руках. Дарья Карпова, Айдар Баширов. Специально для Горы новостей.